Ингушские врачи, находясь на больничной койке, зараженные ковидом, обращаются к жителям Ингушетии с просьбой поберечь себя. Всем оставаться на своих местах, в ваших же интересах. Сотрудники МВД патрулируют дороги и улицы городов региона. Продолжаем рассказывать о реализации всероссийской акции «Лица Победы. Истории советских солдат». Здравствуйте, это новости 24. Начинаем выпуск с ситуации по COVID-19. Итак, по России зарегистрировано 15 770 заболевших, 2186 выявлено за последние сутки. Выздоровел 1291 человек, 130 умерло. О том, какая ситуация с коронавирусом в Ингушетии, расскажет заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Зара Гитагазова. На сегодняшний день лабораторией ФБУС Центр генной эпидемиологии проведено около 1300 исследований населения. Из них по 74 пробам у нас получено положительное подтверждение. 29 проб у нас официально подтверждены референс-центром. Официальная статистика на сегодняшнее утро на 8 часов утра размещается оперативным штабом Российской Федерации. Ну и после этого от коллег мы получили еще подтверждение по 5 случаям, и они будут опубликованы завтра уже. К сожалению, у нас зарегистрировано в республике, отведен специализированный стационар, это Назрановская районная больница. И там вот за последние 3 суток у нас зарегистрировано 2 летальных исхода. В этом плане просто мы, как эпидемиологи, дали свои рекомендации, потому что все-таки похороны – это массовые мероприятия, очень много людей, тем более, когда уважаемые люди в республике, и нужно отдать должное, что семьи умерших отнеслись с пониманием к этим рекомендациям и максимально постарались сделать так, чтобы не было, в общем-то, взаимодействия очень большого количества людей во дворе, чтобы это мероприятие прошло, ну, скажем так, с соблюдением максимальных мер предосторожности для людей. И в отношении всех контактных нашей службы были выданы предписания медицинским работникам о наблюдении и постановление о самоизоляции в отношении контактных лиц. Работа по этим очагам нами продолжается, и проводятся дополнительные исследования. Но окончательные диагнозы будут поставлены медицинскими работниками на основании всего комплекса проведенных исследований и полученных лабораторных анализов. На сегодняшний день на самоизоляции по всем, скажем, контингентам, это и прибывшие из-за границы, и прибывшие из других регионов, у нас находится 369 человек. Продолжается приезд людей из-за границы. Мы знаем, что в последнее время резко ограничен был прилет людей, и количество там есть квота 500 человек, по-моему, в Шереметьево и 200 человек в региональные аэропорты. Вот вчера 3 человека, жители республики, прибыли через аэропорт Беслан. Они приехали из Турции. Информация у нас была заранее. Сразу выписали постановление о самоизоляции. Решался вопрос либо их подместить в обсерватор, либо домашние условия. Учитывая тот факт, что в домашних условиях у них есть возможность обеспечить все требуемые параметры, то все 3 были изолированы в своих домашних условиях, и медицинские работники, им даны предписания о наблюдении, и своевременно в сроки положенные им будут отобраны пробы на исследование. Таким образом, по всем этим моментам мы стараемся держать ситуацию под контролем, в том числе самолеты, которые прилетают из Москвы, тоже рейс был вчера, 50 человек, конечно, создает какие-то дополнительные неудобства для тех, кто прилетает, то есть чуть-чуть больше обычного времени они задерживаются в аэропорту. Но это нужно понимать, все эти перелеты и туда, и обратно сейчас, вот в это время, во время разгара эпидемии, оно достаточно рискованно, и мы тоже, как уполномоченные государственной службы, должны принимать свои меры. Поэтому на прилете в республику, прямо в аэропорту, мы вручаем постановление, разъясняем все меры соблюдения гигиенической безопасности и берем этих людей под наблюдение. И, безусловно, мы очень активно работаем в социальных сетях, стараемся обновлять эту информацию. Кроме того, у нас круглосуточно на базе управления работает горячая линия.
И вот хочу сказать, что именно наша горячая линия, она очень популярна у людей. Номер горячей линии 800 100 60 66. 2-3 недели – это недели, когда мы ожидаем максимального подъема заболеваемости. И именно в эти несколько недель нам нужно быть предельно настороженными, я имею в виду население, максимально соблюдать меры гигиенической безопасности и своей личной безопасности, и общественной безопасности. Коронавирусная инфекция – это воздушно-капельная инфекция. Такие инфекции были и раньше. Сходна она по распространению, по своей агрессивности распространения, сходна с сезонным гриппом, но, к сожалению, протекает намного тяжелее. Поэтому сейчас особое внимание уделяется этой инфекции. Это новая для нас инфекция. Это еще один, скажем, такое основание для того, чтобы очень много времени уделять этому инфекционному процессу. Разрабатываются вакцины сейчас. В разных странах разрабатываются вакцины. Я думаю, будет найден оптимальный путь решения проблемы в виде специфической профилактики, то есть вакцина профилактики. И к следующему сезону, если эта инфекция, будем говорить, что она перейдет на сезонный путь развития, есть инфекции, которые проходят один раз и пропадают. Это уже было у нас такое. А есть инфекции, которые уходят с сезоном и потом по сезону возвращаются. То есть будущее покажет, сейчас все это находится в стадии изучения. Но если эта инфекция останется, если эта болезнь останется сезонной инфекцией, то будет, безусловно, будет определен к следующему сезону путь безусловной вакцинопрофилактики, специфической профилактики, которая является, конечно, безусловной защитой населения. А сейчас у нас есть такие действенные инструменты, очень простые, очень дешевые и очень действенные инструменты. Вот исследования ученых и зарубежных, и наших сейчас говорят, что наиболее значительным является распространение возбудителя через, скажем, частицы слизи. Когда больной человек чихает, все это разносится вокруг, остается на поверхностях, к которым прикасаются другие люди, и в течение 3 суток, безусловно, вирус сохраняет свою жизнеспособность. Поэтому все эти меры профилактики, кто бы и что ни говорил, все эти меры профилактики работают. Это и мыть руки, это и обрабатывать их дезраствором, носить маски. Если вы надели маску, вы защищаете не только себя, но и окружающих от себя. Поэтому про эти моменты не надо забывать. К сожалению, существует определенный, скажем, большой очень контингент населения, которые вот говорят, мы не видим, вот рядом с нами все здоровые, никто не заболел, поэтому этого как бы нет, не существует. Нельзя так относиться к жизни. Очень большое количество населения на всем земном шаре переболело, очень большое количество людей умерло, скончалось от этой болезни. И вот такое вот отношение, слишком радужное, оно чревато достаточно серьезными последствиями. Поэтому еще раз хочу призвать, давайте будем внимательными к себе и к окружающим. В группе риска именно те, кто непосредственно вынужден по долгу своей службы находиться рядом с зараженными. Не просто находиться, а оказывать всю необходимую помощь. Врачи, которые оказались в эпицентре болезни, не смогли от нее уберечься, обращаются к жителям Ингушетии. Я врач-травматолог Ингушской республиканской клинической больницы. С 10 апреля текущего года нахожусь на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 в Назранской районной больнице. Поступил в состоянии средней тяжести. Недомогание почувствовал 2 числа. Со 2 числа началось недомогание. Сначала чувствовал, что обычная простуда. Несколько дней назад насторожился, позвонил в амбулаторию, мне сделали тест оказался положительным. Wallahi, время да, зажили. Лазер, да, все, тест туда ее, придуман термиох. И мы чахатим дали, придуман термиох, искусственно халя дали, Wallahi, лазер долуш душа. Лазер долуш, свои захсусы давно мосты.
Вчера щит 40 школ. Окружающим 40 школ. Теперь уже бедный вид. Заглашенный, вот это заглашенный. Ола молодой организм, уже хороший, вот это. Ведение вицаря кахет. Ведение вебокина, там божлача. Ага, тут похамажа душан, рак концентрация, концентрация. Социальный ашвал уже вакса гонушан все. Тест саня хайпу. У меня подтвердился. Долги что божлача. Долги шам, долги что вы, маска ждали, форма ждали, щиар волчу. Армуда без особой надобности. В крайнем случае армуду. Чегириль армудовый. Шаж армуду. За продуктами, аптеку туда и обратно. Маски волков. Киргиз обрабатывает где. Верные ручки обрабатывает где. Цех дезинфекции маскачи. Сдаться, сдать формате. Чего всего, сахи, мухусус. Целый раз. Вы орган там, не хотите дальше, это десять раз. Там должны дети, орган там, не хотите дальше, идет сюда. Вы можете сделать. Ассаламу алейкум. Лорва, Сенат Яков был в больнице, травматолог. Основной дорогам sanoa, что Америки беда шанер. Коронавирус, шагбезом были грипп, шагбезом были пневмония, факт, что возраст душа. Полус одушья, что 4 числа день сами температура уж мухалдуш. Я уже с 9 числа у больницы ужила одышки сон, и легкая температура сон. Я холодно, обычно гриппа, азиан пожил 34 года, в гриппе я переносил достоинством. Но это не обычный грипп, это какое-то заболевание, факт то, что оно есть. Я знаю, что взрослые люди, старики эту болезнь не перенесут, что он там уже свой отвал глазу. Хайо температура 39-40, а много делать желать, да. Что сам желать, да. Мадату, сахта, садовка, юга дадула. Сунда шедел дальше. Шейцухур до Хаммадуц. Шейдуахр до Сагдамаш, Луж, Ахчашки, Луж, Тезду. Я говорю, до каждому дара особенности отсылочи. Сетал Сибирь, царь Бож. Соушчан. Обои зуабр буцежи, хацуюч, воцак. Суцани ужвал слана, фасакбо. Подушчан хамогой. Даже с душами жили ловли, фонноди ловли. Куаны, даму дахат. Айдалаш нахал отъямшта, айбохш нахал отъямшта. Султяха выдил хаттян пейн мадать. Султяха уже халм худуэн. В общем, кардинально желать, чего бахки на войну воеваем. Совпадение хорошо удастся сам. Не может быть такого, чтобы так все совпадалось. Подряд масная пневмония, когда еще удастся. Она каньё, дячу, цякла заравану. Но случайно был без лурыш, сюда хакатея, хацуна хранайя, хацалка мухой. Он задолжит быть. Кафардя шок, он води лови. Помоли виштус, акшен дезидатш. Карантинные патрули начали свою работу на улицах республики. О том, насколько важно оставаться дома в этот непростой период, жителям Карабулака напомнили накануне сотрудники ДПС. Тамара Хашагульгова с подробностями. Всем оставаться на своих местах. О необходимости сидеть дома карабулакчанам говорят, что называется, во всеуслышание, через громкоговоритель. Полицейские проверяют, соблюдают ли участники дорожного движения предписания и причины передвижения. На территории Республики Ингушетия с 30.03.2020 года до особого распоряжения введен режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Соблюдайте требования, не покидайте дома без острой необходимости. Эдакая карантинная бригада. На особом контроле самые оживленные улицы города. На кого-то такие призывы из громкоговорителя действуют отрезвляюще, а кто-то даже не думает засесть дома, ведь дела не ждут. Но даже те, кто все-таки решил выйти на улицу, разделились на два лагеря. Для одних маска и антисептик – обязательный атрибут, а для других – нет.
Почему вы без маски? А можете показать? Кроме маски, марли дополнительно. Да, очищающий дополнительно. Да. Надежно делать. Когда на улицу выходите, вы надеваете? Обязательно, да. Особенно в общественном месте. На автомобилистов распространяются те же правила, что и на простых пешеходов, но передвижение на машине никак не ограничивается. Главное – соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и окружающих. К примеру, весангерей Парижа без лишней необходимости старается на улицу вообще не выходить, прекрасно зная о всех опасностях. Ему 66 лет, а значит, он входит в группу риска. В обязательном порядке соблюдаю. Ношу с собой 96 градусов. Перед каждым, кто заявится, я вникаю. А по необходимости выехал, сейчас стараюсь быстрее доехать до города. Избавиться от всех этого. Так что надо соблюдать, надо беречься. И других беречь надо. Сам себя не уважаешь, надо других уважать, а как же? Такие рейды сотрудники ДПС проводят с самого начала режима самоизоляции, с 30 марта. По их словам, автомобилистов на улицах стало уже заметно меньше. Мы каждый день, заступающий наряд, оповещаем данное население города о том, что необходимо соблюдать самоизоляции. Вот этот период мы доводим, что если кто-либо попытается нарушить без особых причин самоизоляции установленный режим, то будет такие лица привлекаться административным взысканием, штрафами облагаться будут. Но не выходить на улицу физически невозможно. Поход в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами никто не отменял. Впрочем, как и меры предосторожности. Поэтому одинокие пешеходы все-таки встречаются на улицах города. Как часто вы выходите на улицу? А вот меры профилактики? Все делаю, как положено. Маски тоже носите, да? Да. А домашние ваши? Носят, не выходит, все дома. А маска где ваша? Маска у меня. А почему вы не надеваете? Не успели, да, надеть? Однако есть и те, кто даже не думает о самоизоляции. По их мнению, коронавирус не представляет никакой угрозы для общества, ведь он сродни обычной сезонной простуде или гриппу. Я не видел тут больных никого. Все люди здоровы, все ходят. То есть вы не соблюдаете, да, режим Я самоизоляции? лично не соблюдаю. Почему вы не соблюдаете? Все разговоры, все это политика, вот это, все это, никто не заболел, я не знаю, я не видел. В общем, здоровье каждого, можно сказать, в его собственных руках, а значит, каждый сам решает, насколько оно ему дорого. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскеев, Новости 24. Накануне свое видеообращение к гражданам Ингушетии записал руководитель Росздравнадзора по республике Ахмед Боров. Ассаламу алейкум, Дадахлши Мягкой. Я руководитель Росздравнадзора по республике Ингушетия Боров Ахмед. Хотел бы обратиться к вам в связи с ситуацией с развитием коронавирусной инфекции. Верите в эту инфекцию, не верите, но больные есть, жертвы есть. Поэтому я обращаюсь к вам, обращаюсь за помощью в соблюдении режима самоизоляции. Государством принимаются беспрецедентные меры. В республике создан оперативный штаб, возглавляемый главой республики. В этот штаб входят все службы. И мы работаем в режиме 24/7. Мы работаем, мы делаем определенные шаги для профилактики и для оказания помощи пострадавшим. Сегодня врачи работают в круглосуточном режиме. Врачи Назраунской районной больницы на передовой, врачи скорой помощи на передовой, врачи амбулаторно-поликлинической помощи на передовой. Я бы хотел их искренне поблагодарить. Аллах Алейхи Маснин. Но без помощи всех граждан мы не справимся. Без помощи населения мы не сможем ничего сделать. Поэтому я призываю к населению, очень сильно вас прошу, соблюдайте режим самоизоляции. Не выходите из дома без крайней необходимости.
Не посещайте никакие мероприятия, не выпускайте из дома детей, не выпускайте из дома подростков, не выпускайте из дома молодежь. Молодежь сегодня, молодые люди могут переносить эту болезнь легко, и не всегда состояние у них бывает тяжелое. Но опасность именно в этой болезни, опасность для пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями. Поэтому они тяжело и переносят. И у них развивается молниеносная атипичная пневмония, и чаще всего возникает летальный исход. То, что уже сегодня у нас есть. Поэтому я очень вас прошу, берегите себя, берегите своих близких, не выходите без надобности из дома. Если вы выходите, выходите только за продуктами или в аптеку. Это нужно желательно делать быстро и соблюдая меры безопасности. А какие меры безопасности? Это ношение маски обязательно. Болеете вы, не болеете, ношение маски обязательно. Для того, чтобы самому эту инфекцию не получить и чтобы хоть как-то уберечь окружающих. Это обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра. Не толпитесь, не толпитесь. Соблюдайте между собой дистанцию. И обязательно гигиена. Тщательно мойте руки. Тщательно. Обрабатывайте дезинфицирующими средствами. Обрабатывайте средствами ручки дверей, ручки автомобиля, руль автомобиля. Потому что доказано, что этот вирус живет в окружающей среде 72 часа. То есть, если вы будете тщательно все обрабатывать дезрастворами, то он погибнет. Аллах дехал дуашок, бокл цагдат, цагдах, волк дуаш армаду. Это единственный способ, когда мы сможем сдержать распространение этой инфекции. Если все будут сидеть дома, то поступающим больным врачи смогут оказывать полноценную помощь. Если будет поток заболевших, то ни одна медицина с этим потоком не справится. Мы видим ситуацию, которая происходит в других странах, где не соблюдали режим самоизоляции и карантина. Там захлебываются, там уровень смертности превышает все мыслимые нормы. И это связано только с тем, что они не соблюдали карантин. Сегодня в Российской Федерации уровень смертности крайне низкий. Именно потому, что приняты вовремя определенные меры государством, приняты вовремя карантинные каникулы. Поэтому мы просим вас, сидите дома, дайте нам спокойно работать, дайте врачам спокойно работать. Я вас очень прошу. Аллах рясалшин маснин, дал ириджу и беркат его халшин, дал молчал отмасть. Мы продолжаем идти по следам истории. В этом году страна отметит 75 лет со Дня Великой Победы. В канун этой знаменательной даты мы рассказываем о тех, кто в годы войны, не щадя своего здоровья и жизни, защищали Родину. Среди них Павел Бецкий, Владимир Этуш и Василий Онищенко. Все они в годы Великой Отечественной сражались за Малгобек. Светлана Томова расскажет об этих судьбах. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. За эту победу многим пришлось заплатить огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 миллионов человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,5 миллионов человек. Многие из тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, были люди разных национальностей, вероисповедания и профессий. В битве за Кавказ и, в частности, в обороне Малгобека участвовал и выдающийся актер Владимир Этуш. В 1942 году он в составе 197-й стрелковой дивизии защищал главный рубеж на подступах Грозненской и Бакинской нефти, за что и был награжден медалью за оборону Кавказа. Малгобек в моем сознании – это огромная гора.
которая была испещрена снарядами и трупами. Советские войска не пустили немцев туда. И как раз произошла победа под Сталинградом, мы их не пустили, и туда тоже, и разбили там, и вот эта вся история с Паулюсом, фельдмаршалом, которого пленили. И они начали оттуда бежать, а мы их начали подгонять с Кавказа. Павел Бецкий также один из тех, кому довелось защищать Малгобек в годы Великой Отечественной. 18-летним юношей его призвали в ряды Красной Армии. Служил в 176-й стрелковой дивизии разведчиком. Бои за Кавказ в 42-43 годах, которые продолжались 442 дня, велись в небе и на земле, вспоминает ветеран. У врага была только одна цель – прорвать оборону, но благодаря мужественным воинам им не удалось ее осуществить. Нас завезли с этой стороны, со стороны Вознесенки. И там построили нас. Еще было темно, пришли покупатели, это так называют, отбирают. Ну и подходят, спрашивают фамилия, образование. Ну, я говорю, что я учитель. Спрашивают, язык какой учил? Немецкий. Ясно. Куришь? Не курю. Выходи. И нас отобрали 5 человек в полковую разведку. Малгобек переходил из рук в руки несколько раз. Вы знаете, где стоит танк. До этого места он дошел, а дальше не прошел. Великая Отечественная война оставила выжженный след не только на полях сражений, но и в жизни и в памяти многих ветеранов. Одним из таких являлся и Василий Онищенко, защитник Малгобека. Он служил в 337-й стрелковой дивизии связистом. Борьба за Малгобек была ожесточенной, вспоминает ветеран. Много людей тогда полегло под Малгобеком, но никто сдаваться не хотел. Несмотря на голод и холод, все шли в бой и были уверены, Малгобек они отстоят, и добраться до заветной нефти врагам никто не даст. День немец наступает, а ночь мы наступаем. Отбиваем вот эти все атаки. Атака за атакой. Танки идут, пехота идет цепями, отбиваемо. Самолеты нас бомбят беспрерывно. Чтобы сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Великую Победу, и была запущена акция «Лица Победы», которая впоследствии должна стать достоянием сегодняшнего и будущих поколений. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколений героев 40-х, а также их потомков. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. 4 года войны, а значит столько же лет боли, голода, потерь и ужаса. Мы в вечном долгу за образец мужества и самопожертвования, которые были проявлены воинами Великой Отечественной войны в тяжелых боях за родную землю. Тысячи человеческих жизней отдано за мир, согласие и свободу. Память о них всегда жива, ибо никто не забыт и ничто не забыто. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Светлана Томова, Новости 24. Заслуженная артистка Республики Ингушетия, заслуженный деятель искусств Дугурхан Кадзоева просит вас соблюдать меры безопасности и поберечь себя и своих близких. Цац марват шон динянч. Дал цац удинянч вян цац улук долуш, цац берка цунадал дизиш. Алам сагвали, кварвали, хамдах тадивей, туqдах, велорди хажвей. Дах кам чидвей. Цах миллион мар мчидвей, дерегиш хагул долуш. Қахиет ми волш дал ши. Е убал, е хат дин долуш да, е хатырш гяны дан. Мяш могуш беркати. Даход вей дергиш вей мехк. Дал ял юйл, дал
إرزي بركتي خلطشو قخيتني بوشتاق جدوق داق تاق دي خردس لورلي بوشتاق لورلي تاق أرتس دوالش واشتح مدوال تاق داق هذيك فيه. 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Основан праздник в честь первого полета человека в космос, который состоялся в 1961 году. Тогда технологический рывок человечества открыл путь для исследования космического пространства. Этот по-настоящему трудовой подвиг стал возможен благодаря тысячам людей. Сегодня чествуют конструкторов, инженеров, рабочих, летчиков, космонавтов, всех, кто трудится в космической индустрии. Сюжет Дианы Дударовой. Но не скачаешь там? Если есть музычка, можно немножко пустить. Я за один. Ну как, музыка есть? Пока музыки нет. Помнит он о былом. Великий день изучен по секундам. Приоткрыть завесу тайны, каким он был, теперь можно благодаря сайту Министерства обороны. Там опубликованы уникальные архивные документы. Среди них служебная характеристика на старшего лейтенанта Гагарина во время его пребывания в Центре подготовки. Космического первопроходца отличали общительность, оптимизм, здоровый юмор, вежливость и дисциплина. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. С полета Юрия Гагарина началась история освоения околоземного пространства. Сейчас 2 российских космонавта несут вахту на Международной космической станции. Олег Артемьев и Антон Шкаплеров. Обещают, что вскоре люди откроют базу на Луне и ступят на поверхность Марса. Ну а в ближайших планах России корабль «Федерация» и носитель для освоения дальнего пространства. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс. Мы совершим еще много великих открытий. Открытий, которые будут помогать всем, кто живет на Земле. На сегодняшний день еще ни один ингуш не смог покорить космос, как это сделал легендарный Гагарин. Тем не менее, наши соотечественники продолжают трудиться на космодромах в качестве инженеров и инструкторов. От простого инженера до начальника отдела Центра управления полетами космических кораблей в Королеве. Такой непростой жизненный и карьерный путь прошел Умалат Марзиев. Первый ингуш, который занял подобную должность, никогда не планировал связывать свою жизнь с космосом. Мечтал стать историком, но сама судьба свела его с небом. Моя учительница в школе, которая была, особенно учительница по химии, я даже не знаю, почему она, все время говорила: тебе надо идти авиаконструктором, тебе надо идти авиаконструктором, вот туда-то, туда-то. Я даже не знал, что есть ли такой институт или нет, мне в голову не приходило. У меня была мысль, значит, стать историком, а для этого историко-архивный институт. Я понимал, что вот это, так сказать, он более расширенный, чем педагогический институт. Но поскольку она так сказала, и после окончания школы я написал, значит, так, думаю, может дойдет, а может не дойдет, вот в ректорат Московского авиационного института. И второе письмо я направил в Бакинское высшее военно-морское училище. Из МАИ первым пришел ответ, и я поехал и, значит, решил вот там учиться и там закончил. Трудолюбивый студент с первых дней учебы показывает себя перспективным специалистом, поэтому руководство училища по распределению направляет Умалата на работу в Центр управления космическими полетами в подмосковном Королеве, где он занимается пилотируемыми орбитальными комплексами, космическими кораблями, автоматическими межпланетными станциями и искусственными спутниками Земли. Одновременно ведет научные и проектные исследования и разработку методов, алгоритмов и средств решения задач управления, баллистики и навигации. В его обязанности также входит экспертиза космических проектов. От работы Умалата зависело, насколько эффективно и своевременно будут функционировать важные отделы ЦУПа, от которых зависели пуски космических летальных аппаратов. У меня была вычислительная техника. В те времена это была ЕСовская техника. Это очень хороший ряд, единая система. Значит, и вот эти машины, очень большие, правда, занимали 3 зала у нас, но, тем не менее, были очень надежные эти машины. Поэтому, в основном, вот моя задача заключалась в том, чтобы, так сказать, все это дело
ну, расчеты. Короче говоря, значит, вот у меня как его отдел занимался этим. Работа, которой Умалата Марзиева дал 46 лет своей жизни, безусловно, отразилась на его мировоззрении и характере. Теперь, находясь на пенсии, он не жалеет, что судьба связала его с космической сферой. У меня был товарищ там, заместитель начальника Центра управления полетами Благов. Он был наш земляк, он родился в Орджоникидзе в свое время. И вот, значит, он, сказали, что умер на 84-м году жизни. Но это был великолепный человек и великолепный специалист, потому что не первая, а вот предыдущая космическая станция «Мир», та станция, на которой впервые с американцами там, значит, состыковались и с ними, так сказать, там проводили работу. Но он был очень хороший специалист, он умер. Вот, поэтому, значит, вот иногда вот доходят какие-то эти самые, а так, чего можно, что по телевизору скажут, то я и смотрю. Сейчас Умалат Марзиев больше времени проводит со своей семьей, но тем не менее он не теряет связь с бывшими коллегами и периодически наведывается к ним в Королев, откуда и началась головокружительная карьера неординарного человека, чей взор до сих пор направлен в сторону звезд. Диана Дударова, Новости 24. Тем, кто сейчас находится дома, в добром здравии, может спокойно занять себя любимым делом. К примеру, спортивное сообщество продолжает активно тренироваться, не покидая родных стен. Вот мастер-класс. Кто хочет, тот всегда найдет место, чтобы продолжить тренировки. Карантин карантином, а занятия спорта по расписанию. На этот раз к флешмобу присоединился Елисхан Ажигов, профессиональный боец ММА. Планка, приседания, прыжки на месте, домашняя разминка как онлайн-мастер-класс для тех, кто не знает, чем себя занять. Кардио и силовые, разница лишь в результате, которого вы ожидаете. На свежем воздухе или в помещении не имеет значения, важно не подвергать других и себя опасности. Я призываю всех оставаться дома, тренируйтесь дома, поддерживайте свою форму, берегите себя и своих близких. В период коронавирусной инфекции приходится придерживаться предписанных правил, соблюдать самоизоляцию, а отсутствие похода в спортклубы и залы на время карантина – это не повод расслабляться. Отдельно хотелось бы обратиться к спортсменам. Я вас призываю продолжать свои тренировки, но делайте это дома. Старайтесь ограничить круг своих контактов и будьте дисциплинированными. Соблюдайте все, что вам говорят наши врачи. Всем больным нашим хотел бы пожелать здоровья. В общем, флешмоб тренировки дома набирает популярность как у профессиональных бойцов, так и у новичков. А значит, сейчас самое время присоединиться любому желающему. Ведь лето не за горами, да и здоровый образ жизни никто не отменял. Хава Гагиева, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и берегите